В нашу редакцию поступило открытое письмо теперь уже бывших сотрудников Сыктывкарского муниципального предприятия «Жилкомсервис». В нем описаны многочисленные нарушения на предприятии. Письмо подписали 17 человек, которые уволились из Жилкомсервиса за последний год. Они признаются, что причин, которые побудили их уйти с предприятия, масса. Анна Зубарева разбиралась в ситуации. Жилкомсервис – крупнейшее предприятие Сыктывкара в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Организует деятельность внутреннего водного транспорта, управляет муниципальным хозяйством, занимается содержанием и ремонтом объектов внешнего городского благоустройства. Как работает Жилкомсервис сегодня, мы можем видеть каждый день по состоянию улиц города. Ну а началось все на предприятии год тому назад, 28 декабря, когда без объяснения причин был неожиданно уволен директор Будкин Алексей Васильевич. Хороший хозяйственник, который, по словам его же бывших коллег, вывел предприятие из долгов. Управление при Алексее Васильевиче Будкине происходило в надлежащего качества, в хорошей атмосфере дружеской, с выполнением годовых планов, а также выполнение текущих заявок, поступающих от населения и ресурсоснабжающих предприятий. Ровно в этот же день распоряжением мэра Натальи Хозяиновой на освобожденную должность был назначен Андрей Кап. Буквально через 2 дня тот начал перекраивать структуру и систему работы. Да с таким задором, что Жилкомсервис, выражаясь образно, стало трясти. Была введена должность заместителя директора, которой прежде не было. И на нее с самым высоким окладом в организацию был нанят некий Ларюков. Заострим внимание, на момент его назначения в Выжимском районном суде проходили судебные слушания. Дело о злоупотреблении должностными полномочиями того самого Ларюкова. Рядовым сотрудникам за происходящим оставалось лишь наблюдать. В конце прошлого года было проведено собрание в присутствии Можигова Александра Александровича и Хозяиновой Натальи Семеновны, впоследствии чего было озвучено всех недовольных руководителей нашего предприятия просьба написать заявление по собственному желанию и удалиться. Тех, кто покинул Жилкомсервис, с приходом нового руководства уже 17 человек. Увольняют здесь по несколько сотрудников в месяц. Как говорится в письме, что пришло к нам в редакцию, побуждают людей делать этот отчаянный шаг, угрозы увольнения по статье и дисциплинарные наказания. Если что-то не так, будем лишать премии. А премия – это у нас 50% зарплаты. Ну, сразу, так, в общем, взяли сразу очень жестко, то, что не понравилось. Не разобравшись в ситуации, нас вызвали, всех поставили, как школьников. Ну, это кому все пропало желание работать просто. Леонид Терентьев, инженер по безопасности на речном транспорте. В Жилкомсервисе отработал 6 лет. До этого долгое время служил капитаном на флоте в Печоре. Говорит, что впервые столкнулся с такими управленцами. Я заболел, тоже на больничный вышел, но с ковидом эти проблемы были. Я, правда, без ковида пошел, слава богу. Но он сказал, что мы больничные не приветствуем, будем к этому очень плохо относиться, если будете болеть. Я говорю, а что, теперь больной должен на работу ходить? Но я этого не сказал, но все равно. Можно как-то перетерпеть и с температурой прийти. У бывших сотрудников Жилкомсервиса сегодня сжимается сердце, когда те видят, как работает сегодня их родное в прошлом предприятие. Стихия лучше всех проверила его на прочность. На сегодняшний день можно увидеть, что по уборке снега, общественных территорий, парков производится неполноценно. И мы находимся в центре города. За время руководства Алексея Васильевича Будкина все выполнялось своевременно, снег вывозился, жалоб от населения не было. При этом сам нынешний руководитель Жилкомсервиса Андрей Кап не считает, что ситуация за гранью. Да и в вопросе увольнений все в рамках дозволенного. У нас все в рамках рабочего процесса. Ничего сверхъестественного. Учитывая количество рабочих, которые работают в нашей компании, нет ничего критичного. Меж тем ситуация вокруг Жилкомсервиса, похоже, только обостряется. Уволенные сотрудники обратились к главе Коми и Сыктывкарский городской совет в надежде вернуть себе доброе имя. Анна Зубарева, Олег Юшков, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган, Сыктывкар.